Спасибо, избушка, за приют, за ласку. Поразвлекались в первый сорт. Поэтому большое спасибо тебе за это. Мы ночь переночевали, покушали, ягоды поели, поспали. Покушали, у меня живот вздулся, до сих пор хожу, пузом касаюсь земли. Когда собирались на рыбалку и до избушки, Сережа спрашивает, сколько буханок хлеба взять. Я говорю, на меня не рассчитывайте, я хлеба не буду кушать. Да, фигура ты что? Вчера такая вкусная уха была, пропадай моя фигура, хлеба, несколько кусков с маслом съела. Да ладно, там буханка исчезла. На всех, ладно, согласен. Отоспались, вообще супер. Я дома так поздно не просыпаюсь, как здесь, в 9 часов встали. Если честно признаться, я тоже был за поспать. Ну ладно, домой. Домой, да. Ну, солнце вышло, избушка пока. Нифига. Сейчас я так же. Нифига вы, ребята, девчата. Умные козочки. Не, я так следовать, ой, не буду. Но моя керу. Вчера застряла на этом же месте, сапог прям, блин, не вытащить. Ну, бывает, что ж. Извини, не помог тебе вытащить. Ну, зато вчера плечо подставил. Так, Василиса батька нас обогнала и сразу занялась делом. Очень нужным делом. Слушай, Лариса Батьковна, ты утверждаешь, что за много лет совместной жизни раскусила меня как огурчика. Ну-ка, предугадай мои события. Вот крутой обрывистый берег, высокий-высокий. А мне надо груз спустить. Что я буду делать? Ты их вот так спустишь, а потом сам спустишься. Молодец, точно разгадала. Василиса, сейчас смотри, я вот это спущу. За тобой задача, надо, чтобы не уплыла. И ну и через лодку, чтобы не перепрыгнула. Сейчас к тебе покатится, приготовься. Ты, главное, под нее не попади. А, во-во-во, правильно. Ну что, начинаем? Ты его не старайся удержать, он стукнется об лодку, пускай там и остается. Ну что, понеслись? О, молодец! Молодец. Пальчиком остановила. Ну что, ну а этот рюкзак с собой. Такая тяжесть. Ну, тяжесть относительная. Лишь бы это выдержало. Стоять. Ох, редиска, и все, зацепилась. Вещи тоже умеют развлекаться. Ну что, понеслись по кочкам? Ну, Василиса, держи меня. Держи дедушку. Она мальков рассматривает. Она уверена. Учти, я когда... Теперь держите меня! Кошмар! Слушай, ну ты напугала. Я так представил, как мы через этот самый... Зато покупались бы делов-то. Сначала. И я продумал, как я буду действовать. Поздно. Бросок через плечо, через лодку и плыви. Туда, плыви, дорогая. Нифига, вместе плывем. Я за вами. Ну что, девочки, спанье в избушке закончилось, сейчас начинаются трудовые будни. Рыбалка там, плавание. Ну что, едем? Едем. Вот блин! Что, плюет. Блеснят. У
У нас Сережа и Василиса. Рыба. Опа-на! Опа-на! Сука! Как я? Тяни! Тяни себе! Тяни! И потом забрасывай! Опа-на! Молодец! Василиса, я это сняла, не знаю, как покажи на камеру покажи. У нас день начался удачно. Рука движется очень сильно. Молодец! Эту щуку Василиса поймала. Я сейчас ей помогаю вытащить крючок. Попалась вот такая щука. Огроменная. Сейчас не- Там, короче, она чуть-чуть подпрыгнула, и я увидела, что это не палка, а щука. И Я оглянулся, я в воде увидел, как она вот так за блесной идет. Класс! Я понял, с тобой соревноваться бесполезно. А блесну будем кидать сейчас? Обязательно. Я траву намотал. У меня мотор приблизился к берегу и траву намотал. На винт. Вчера была суббота, сегодня воскресенье, оживленно на воде. О, равновесие держишь, молодец. Ты меня перескакала. У вас, конечно, 2-2, но по весу и по размерам у Василисы больше. Это я ей фору дал. Чтобы настроение было побольше. Рассказывай, дедушка. Ну, небольшая зависть есть, да. Ну, чё ж. Но это стимул для Василисы. Это первые щуки, которые она поймала на блесну. Значит, щука 43 сантиметра. Нормалек. Нормально, да. Сколько? 43 сантиметра. 43. Обалдеть. Василиса Батьковна, твоя первая щука 800 грамм. Нормально. Нифига себе. Ой, у тебя рыба? Ничего себе! Я у себя его дедушка держу. Ой, и Василиса, и Сережа одновременно поймали рыбу в улов, Посадила в траве. Вообще офигеть. Зависть не берут. Ну, по правилам рыболовства, щука должна быть 30 сантиметров и больше. Но у нас есть 30 Больше у нас. Я думала, трава. Василиса, тянешь, чтобы почистить крючок. Не, у меня очень сильно дернули. Очень. Кошмар. Кошмар это когда будет 40-метровая. Вот. 40-метровая? Да она нас утянет нафиг. У нас лодка, не знаю, 7 метров, если поверху. Ну, едем дальше. Ну как ощущения? О! У меня тоже добыча. И такое бывает. Ну что, почувствовала, как щука сопротивляется? Ага. Ну и как впечатления? Классные, так ведь? Ага. Деда. Дорожку в лодку добросовестно собрал. И как не обратил внимания, что часть у меня лески за бортом. Поехал, и вся эта леска течением занесло под винт. Распутывать долго, нудно, самое главное нудно, поэтому поступаем как македонский. Гордиев узел, как он? Бабах и нету. Свою многолетнюю блесну сохранил.
Так как у меня лески нету, дорожки нету, значит что? Значит нам надоело блеснить. У меня же есть близко. Молодец. Ни хрена себе. Ну что сказать, молодец. Блеснить будешь? Да. Ну хорошо. Лиса у нас одна блеснит. Ей это так понравилось вообще. У нас блесна зацепилась за корягу, да? Это здесь, наверное, да? Где-то здесь? Нет, по-моему, вы проехали, мне кажется. Проехали, да? Конечно. Блесна нет проблем. Едем домой. Блесны кончились, и леска кончилась. А, ну ладно. На реке отличается воскресный день от других? Очень. Лодки за лодкой. Так, остановились покушать. Василиса Батькина от оторваться не может. Понятно, первым делом такую жару это купание. Итак, раз, два, три. Это что, у вас брызги что ли были? Ну давай! Во! Молодец! Конечно, молодец. Пусть не щука, как у вас. Ну, возьмем команду, ладно. Это как разносол. А кто? Окунь. Супер окунь. Видишь, он полосатый. Конечно. Окунь, окунь. Молодец. Ты туда, там уси, коряги, а вот здесь вот заводь, вот сюда попробуй. Рыбачки замерли в ожидании улова. Так, Василиса Батькина готовит место для ловли на острове. Это ты закинула и кого поймала-то? Карася. Какой карась, блин, только приподними. Окунь. Окунь, конечно. Что-то у тебя все карпы да караси, блин. Карась на течении не водится, в принципе. Молодец, хороший окунь. Василиса, почему я не ловлю? А вот этого я не знаю. Потому что у тебя средний клюв. Вот, это дедушка виноват. А крючки я одинаковые вам поставил. Извиняюсь. Василиса, это ты спрятала что, окуня там освобождаешь, да? А, важное дело. Попался жадный окунь, который проглотил неизвестно куда, до пупка. Крючок. Блин, сейчас резать его придется. Как еще освободить? Сейчас сделаем. Режь. Кто там? Ой, плотвичка. Ну, глаза оранжевые. Да. Плотва. Ну ты это, Василису решила? И вам удачи. Но это у меня уже не первый окушок. Я смотрю, ты разошлась. Ну, нормальные окушки у тебя бацают. Пойдет, первый сорт. На железной лодке! Да у вас сломаться на камнях может! Все, приключения кончились. Слушай, тебе не показалось, что в воскресенье капитально лодок как грязи? Выходные? Так Выходные. еще вот навстречу нам попались. С ночевкой, наверное, едут на рыбалку. Завтра понедельник, Завтра рабочий день. понедельник, ну, люди хотят рыбы. Ну, молодцы. Мы вообще супер провели время. Ну, ясно дело, накупались от души и наловили. Я вот не знаю, кого из